Селям алейкум, хайрлых шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые будут к нам подключаться, мы будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. А вот сейчас вы видите номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем наш эфир с самых актуальных новостей из времени оккупированного Крыма, о которых готов нам рассказать наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Он нас сейчас слышит. Рома, привет! Рассказывай, о чем планируете говорить в вечерних выпусках «Заман». Да, привет, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о сфабрикованных Россией уголовных делах против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, председателя Меджлиса Рифата Чубарова и вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Будем говорить о причинах и методах, которые использует Россия для подавления любых проявлений нелояльности к оккупационной администрации и о том, как оккупанты вытесняют всех нелояльных с оккупированного полуострова. Расскажем и о том, что делается для создания международной площадки по деоккупации Крыма и об участии Меджлиса в этой работе. Будем говорить и о том, что кто примет участие в заседании сессии 75-й Генеральной Ассамблеи ООН. Вот стало известно, что президент уже утвердил список из 10 человек. Возглавит делегацию министра иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его заместителем будет постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Участие в работе ассамблеи также примет заместитель министра иностранных дел имени Джипар. И в делегации включили и председателя Меджлиса Рифата Чубарова. Еще одна новость пришла из Черного моря, скажем так. Туда зашел ракетный эсминец Королевских военно-морских сил «Дракон». Он на вооружении ВМС Британии с 2012 года. Он имеет серьезное вооружение. Это 114-миллиметровая артиллерийская установка, спаренные пусковые установки противокорабельных ракет «Гарпун», зенитные управляемые ракеты и система противолодочной защиты. За ним уже внимательно следят корабли Черноморского флота, а вот эксперты, среди них в частности руководитель мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований и главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко отметил, что постоянное дежурство кораблей НАТО в Черном море, в том числе и этого эсминца, является действенным средством сдерживания нового морского этапа войны России против Украины. Мы следим за судьбой бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Он уже в сознании, пытается говорить. Эти подробности появились благодаря народному депутату Украины Ирине Геращенко. Она его проведывает в больнице каждый день и получает информацию от врачей. Напомню, что Балуха избили 7 сентября в Киеве. У него диагностировали перелом ключицы и травму черепа. Ему сделали операцию на голове и ввели в искусственную кому. Но вот в конце сентября появились сообщения, что состояние Владимира Балуха стабилизировались, и врачи заявляют о положительной динамике. Будем говорить и о ситуации с коронавирусом на полуострове. Сегодня 1 человек умер от этой болезни. Итого общее количество умерших уже с начала пандемии достигло 70 человек. Это уже там только по той информации, которую публикуют оккупанты, уже 5000 случаев заболевания на оккупированном полуострове, и только за прошлые сутки заболели 105 человек. Это количество растет с каждым днем, потому что еще на прошлой неделе мы рассказывали о 80 случаях. На выходных там уже было зарегистрировано 120 человек. Ну вот тенденция к росту. Собственно, вторая волна коронавируса уже настигла полуостров и забирает людей. Там пытаются вводить ограничительные меры. Так вот в оккупированном Севастополе, например, заявили, что отменяют массовые мероприятия, заканчивают массовые мероприятия, которые запланированы на эту неделю. Со следующей недели их полностью прекращают и вводят ограничения на продажу билетов в кинотеатры.
Ну, вот такие вот новости мы будем сегодня рассказывать. Ну, не только это, конечно, и о многом другом. Сегодня в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чухсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума он рассказал о самых последних новостях. Смотрите, не пропустите вечерние выпуски Замана в 19:00 на украинском языке с Урьенией Сейтумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Ну а мы пока переходим к обсуждению новостей, которых упомянул выше Роман. И одна из них следующая. Сегодня, как известно, в Киеве прошла пресс-конференция с участием лидеров крымско-татарского народа, лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым, вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар Ленуром Ислямовым, а также с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Давайте послушаем, что сказал Мустафа Ага Джемилев. Они возбуждают вот это дело именно с целью, я думаю, во-первых, иметь основания. Если мы, скажем, если с Рифатом Чубаровым подойдем к кордону, как запланировано было, с этим пешим маршем, чтобы у них было основание, так сказать, заранее уже вынесенный приговор о нашем аресте. И второе, это, конечно, запугивание, в первую очередь, крымско-татарского населения в Крыму, наших граждан, чтобы они держались подальше от активистов национального движения, не присоединялись к каким-либо акциям. Как известно, оккупанты фальсифицируют уголовные дела против лидеров крымских татар. И вот что сказал председатель Меджлиса. Всі ті справи, які відкриваються в тимчасово окупованому Криму або в Російській Федерації проти українських політиків, проти кримсько-татарських політиків, вони мають завжди знаходити не просто от реагування з боку української сторони, але вони мають стимулювати певні практичні дії різних відомств і спеціальних служб української держави. Ну а Ленур Ислямов, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, рассказал о достижениях торговой и экономической блокады Крыма в направлении деоккупации полуострова. Подробнее послушаем. Этим временем я хочу как раз-таки гордиться, потому что это те лучшие граждане Украины, которые не позволили дать возможность поставлять электроэнергию. Мы заблокировали это дело и не дали торговать честью тех граждан Украины, которые в Крыму и на материковой Украине борются за территориальную целостность, борются за честь нашей державы. Никакие переговоры относительно деоккупации Крыма без участия Меджлиса крымско-татарского народа невозможны. В этом убеждены в Министерстве иностранных дел Украины. Представительский орган коренного народа должен быть привлечен ко всем переговорам, в том числе и к созданию международной платформы по деоккупации полуострова. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар на пресс-конференции. Вот что она сказала. Для Міністерства закордонних справ України залучення Меджлісу кримськотатарського народу є надзвичайно важливим. Це і участь в різних заходах на рівні різних міжнародних організацій, різні сайд-івенти, різні конференції, різні дискусії. Тобто всі адвокаційні заходи, де Меджліс запрошений як ключовий стейкхолдер процесу. Ну, также Эмине Джепар заявила, что для начала Министерство иностранных дел планирует создать крымский саммит. Союзники соберутся в Украине 26 февраля, в день крымского сопротивления российской оккупации, если, конечно же, не помешает пандемия коронавируса. С нами сейчас на прямой связи Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики, експерт Інституту політичної освіти. Вітаю вас, пане Олександр. Витаю вас, Гульсим, витаю. Да, ну что ж, относительно переговорной площадки по деоккупации Крыма хотели с вами поговорить. Вот как вам видится, какая это может быть платформа, какие страны, какие организации должны в ней принимать участие, чтобы эта платформа была все-таки эффективной? Да. Вопрос, кто со стороны Украины? Со стороны Украины это должно быть государство, которое представляет все общество, а также должен быть обязательно Меджлис как представитель
коренного народа. И также обязательно должна быть с украинской стороны представители гражданского общества, которые занимаются вопросами Крыма, которые все эти годы не дают повестке Крыма, например, правозащитные организации, исчезнуть с международной повестки дня. С международной стороны это должны быть, очевидно, международные организации, которые занимаются вопросами гуманитарного урегулирования. Например, это может быть ОБСЕ, это может быть Совет Европы и Организация Объединенных Наций, которые неоднократно принимали участие в вопросе правового определения ситуации по Крыму и дали неоднократно заключение о том, что происходят репрессии против коренных жителей, против граждан Украины, происходит оккупация, что аннексия была незаконной, и на основании этого были введены санкции. А теперь уже крыло — это международные партнеры наши, то есть страны, которые самое больше придерживаются санкционного режима. Это очевидно, что Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, это Великобритания. И как видим, что часть этих стран совпадает с перечнем тех стран, которые давали Украине гарантии, когда Украина переставала быть ядерным государством. Хотел бы я также выделить необходимость участия в круглом столе или в любых других международных площадках, обязательно также стран Черноморского региона. Их не так много, но Турция, Грузия, Болгария, Румыния — это страны, которые непосредственно связаны с событиями в Черноморском и Азовском бассейне. Поэтому я думаю, что эти страны должны тоже учитываться при любых переговорах, при любых вопросах решения и поиску путей возвращения Крыма. То есть правильно ли я понимаю, что крымская платформа должна быть довольно такой широкой, это не серии нормандского формата? Мне кажется, что когда мы представляем себе в будущем решение крымского вопроса, должны представить себе картинку, как на южном береге Крыма сидят Черчилль, Рузвельт, Сталин, мировые лидеры, и решают на Ялтинской Потсдамской конференции и повестка «Мировая дня», они решают в Крыму мировой вопрос. Также и вопрос оккупации Крыма. Это вопрос, который как ниточки за собой цепляет все мировые вопросы безопасности, мирового устройства, мирового порядка, мирового права и решения подобных вопросов в мире. Поэтому, мне кажется, это должен быть в мировом уровне самый высокопредставительный уровень, который только может быть в современном мире. Ну вот если брать страны, которые вы озвучили выше, то они нам как бы всегда выражают свою поддержку, да, и поддерживают нашу территориальную целостность, не признают оккупацию полуострова и проявляют это в какой-то степени, вводя санкции в отношении Российской Федерации или там голосуя относительно резолюции по нарушениям прав человека в Крыму, милитаризации и так далее. Что, ну, они нас и так поддерживают, а о чем они должны, о чем нужно с ними говорить? Как нужно с ними говорить? На самом деле они поддерживают нас в режиме пристойности. То есть им непристойно было бы сказать, что то, что произошло, что оно произошло и назад его не вернешь. Но они в это сами не верят и в это работать не будут. Они просто констатируют ситуацию, которая произошла. Вместо нас, вместо Украины, они работу не сделают. Работа сама себя по возвращению Крыма тоже не сделает. Этот процесс нельзя пускать на самотек. Очень, по-моему, очень плохая, слабая, нестратегическая линия поведения государства по возвращению Крыма. И вот тут надо бы определиться сначала с нами с внутренней вот этой вот государственной линией того, чтобы мы очень сильно хотели это сделать. И как государство консолидированно объединялись, веря, что мы это сделаем. Потому что первое, что должно быть основа возвращения Крыма, это наша четкая вера, что мы этого добьемся, и убеждение, что мы для этого положим все необходимые усилия, которые только сможем сделать, для того, чтобы этого добиться. И когда вот эта энергия, когда вот это вот действие, когда это будет излучаться со стороны всего государства нашего во всех векторах, дипломатическом, военном, информационном, экономическом, во всех векторах, когда это будет исходить в каждом шаге,
вот тогда международные партнеры займут позицию другую. Потому что сейчас они занимают пассивную позицию в неформальных, кулуарных форматах, говоря про то, что это вопрос будущих десятилетий, это невозможно сделать в ближайшее время, а в официальных площадках занимая пассивную позицию, так как Украина не предлагает какой-то активной повестки дня, в котором мы предлагаем, давайте делать следующее действие, следующее действие, следующее действие, чтобы эти все действия все-таки были направлены на ускорение возвращения Крыма. Потому что я согласен, что это вопрос не одного года, но в украинском языке есть такая поговорка: «Під лежачий камінь вода не тече». То есть, если мы эту работу делать не будем, то даже если это произойдет по счастливому стечению обстоятельств, то это произойдет очень нескоро. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джипар сообщила, что сегодня едет в Вену по линии ОБСЕ, где обсудит вопросы Крыма и создание крымской платформы. Об этом она рассказала на брифинге в Киеве. Давайте ее послушаем. У мене планується візит по лінії ОБСЄ до Відня, де мною будуть підніматися різні теми, в тому числі тема Криму та адвокація Кримської платформи, а також ідея України, яку ми давно проштовхуємо. Це моніторинг ОБСЄ українсько-російського кордону, який блокується Росією з початку окупації. Александра, не отключайтесь. Давайте сейчас к нашей беседе подключим члена Меджлиса крымско-татарского народа, руководителя Крымско-татарского ресурсного центра Эскендера Бариева. Он с нами сейчас на прямой связи. Эскендер, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Джумле Мазге хайрлу олсан. Эскендер, что вы сегодня важного для себя почерпнули из брифинга, который прошел, и вот относительно международной платформы по деоккупации Крыма? Рассчитываете ли вы в ближайшей перспективе на ее создание? Но я неоднократно говорил о том, что о платформе речь идет уже много лет на протяжении практически всей оккупации, потому что первоначально говорили о платформе, говорили о различных форматах, а потом говорили о круге друзей, но платформа и круг друзей, в принципе, это одно и то же. Другой вопрос, что с одной стороны, когда платформу формирует государство, то есть государственные власти украинские, и, соответственно, таким образом объединяет вокруг себя тех наших союзников, которые есть. И здесь вот как раз в первую очередь мы должны говорить о западном мире. И по сегодняшний день пока западный мир четко выполнял свои, скажем, обещания и, во всяком случае, при подготовке резолюции часто участвовали в совместной разработке резолюции перед Генеральной Ассамблеей ООН. И, соответственно, эти резолюции были приняты. Что касается вот сегодняшних заявлений, то я думаю, что когда мы говорим о платформе, мы, наверное, должны более четко видеть именно стратегическое видение. Ведь можно созвать, можно организовать круг друзей, а что дальше делать? Потому что при встречах с нашими партнерами мы часто с депутатами национальных парламентов, депутатами Европейского парламента, Конгресс США, мы часто слышим, когда они задают вопрос, а что делать, как, на ваш взгляд, нужно дальше действовать. И поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы говорить шаг один, шаг второй, шаг третий. Что касается общественной платформы, та государственная платформа, о которой сейчас заявляет президент Украины, она не может существовать без общественной поддержки. И мы как раз-таки еще с 2017 года начали раскручивать платформу Liberate Crimea, «Освободите Крым», которая подразумевает под собой объединение правозащитных организаций, общественных движений, депутатов, представителей различных структур для того, чтобы объединиться вокруг вопроса деоккупации Крыма. И мы как раз в этом году уже доработали до конца стратегию международного движения Liberate Crimea, движение за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом. И я думаю, что в ближайшее время мы будем презентовать вместе с нашими эстонскими партнерами, с которыми мы вместе разрабатывали. И я думаю, вот как раз-таки эта стратегия, может быть, станет определенным посылом, а может быть и помощью к государственным органам, которые должны все-таки выработать стратегию действий на международном уровне. Ну вот сегодня Эмине Джипар заявила, что никакие переговоры относительно деоккупации Крыма без участия Меджлиса крымско-татарского народа невозможны. До этого в офисе президента призвали Меджлис принять участие в создании международной платформы по Крыму. Есть ли что предложить у представительского органа?
Дело в том, что и раньше, еще когда президентом был Петр Алексеевич Порошенко, политика и строилась на том, что во многих процессах активно должны принимать представители меджлиса крымско-татарского народа. Объясню почему. Дело в том, что Российская Федерация всячески пытается показать, что так называемое волеизъявление так называемого крымского народа было на референдуме так называемом, и, соответственно, всячески на всех площадках пытаются показать, что это была позиция людей, проживающих в Крыму. С другой стороны, именно международное право четко регулирует, что именно право на самоопределение имеет именно коренной народ. И поэтому здесь, когда мы говорим о платформах и об участии представителей представительного органа, мы должны в первую очередь понимать, Украина, с одной стороны, декларировала в ООН о том, что она присоединяется к декларации ООН по правам коренных народов. Это произошло. С другой стороны, декларировала, что крымские татары являются коренным народом. Это хорошо. Далее зависает уже вопрос много лет относительно того, что внутри Украины урегулируется этот вопрос до конца. Потому что все эксперты, с которыми мы работаем, и эксперты экспертного механизма по правам коренных народов, и спецдокладчики, и эксперты постоянного форума ООН, они очень четко наблюдают за тем, насколько урегулируется этот вопрос непосредственно внутри Украины. На различных площадках однозначно мы должны четко говорить. И я считаю, что в геополитике мы должны быть прагматиками. И поэтому насколько важно, насколько необходимо Украине, скажем, использовать крымско-татарский фактор как инструмент в деоккупации Крыма, настолько Украина и должна это делать. Мы понимаем важность участия представителей крымско-татарского народа и представительского органа в разработке и создании международной платформы по Крыму. Тут вопрос в другом. Что есть, есть ли что-то предложить у меджлиса крымско-татарского народа? Как должна выглядеть эта платформа? Какие страны должны принимать в ней участие, к примеру? Или над чем должна заниматься эта платформа? Какие функции должны быть у этой платформы? Но однозначно у нас есть что предложить, и мы не только предлагаем, мы на практике действуем, независимо от того, насколько оперативно реагирует наше государство. К сожалению, наше государство реагирует очень медленно. В данном случае мы еще в 2016 году предложили публичную дипломатию, стратегию публичной дипломатии крымских татар. И как раз-таки в этой стратегии четко прописано, какая роль крымских татар может быть на публичном, на международном уровне. Далее, как я уже сказал, мы не только разрабатывали стратегию Liberate Crimea, международного движения за деоккупацию и солидарность с крымско-татарским народом, но мы и проводили ряд мероприятий. И вы сами как раз-таки знаете о тех результатах, когда ряд стран признали депортацию геноцидом, признание было не просто связано с депортацией 1944 года, а велась прямая линия или прямая связь с событиями, начиная с 2014 года. То есть целенаправленный затягивающийся геноцид в отношении коренного народа. То есть вот эти инструменты политузников, инструменты расовой дискриминации, мало того, мы как раз-таки занимались подготовкой документов в Международный суд для адвокатов, Международный суд ООН, как раз по конвенции по расовой дискриминации. И большая часть, конечно, материалов подготовлена нами. Это Крымско-татарский ресурсный центр и Меджлис крымско-татарского народа. И основными докладчиками, конечно же, будут именно представители Меджлиса, и которые непосредственно на суде будут докладывать о тех нарушениях прав человека и дискриминации, которые совершает конституционная власть. И это важный инструмент для того, чтобы западный мир продолжал санкционную политику. Александр, а как вы считаете, Александр Салантай у нас был на связи, к сожалению, сейчас почему-то прервала с ним связь. А как вы считаете, Эскендрага, Российская Федерация должна ли принимать участие в такой международной платформе по деоккупации Крыма? Вот в Министерстве иностранных дел говорили, что все-таки будут приглашать Российскую Федерацию. Рассчитываете ли вы на то, что она согласится? Вот мы должны опять же разделить понимание. Платформа — это как раз-таки та площадка, где собираются те представители стран, представители общественных организаций и так далее, международных организаций, которые солидарны с Украиной
и целенаправленно готовы работать над тем, чтобы восстановить статус-кво в этом вопросе. Я здесь вижу в большей степени, если видеть с российской стороны, то, наверное, правозащитные организации, а возможно, может быть, какие-то оппозиционные политические силы, которые готовы на уровне России, скажем, добиваться того, чтобы прерогатива международного права в Российской Федерации была наднациональным. Теперь, что касается вообще участия России, то мы должны тут говорить не о платформе, а о формате обсуждения Крыма. Но сегодня, на сегодняшний день Российская Федерация не готова, потому что для нее тема Крыма закрыта, как они официально заявляют. Но у нас есть несколько инструментов, которые могут заставить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров. Это все-таки вода. И ситуация с водой с каждым днем ухудшается, несмотря на то, что на днях были дожди, абсолютно это не решает никаких проблем, а ситуация все хуже и хуже. Это, скажем, решение Международного суда ООН, и по существу должны быть заседания, и в том числе по существу должны быть заседания уже по ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. То есть пока вот эти три основных инструмента, которые могут заставить сесть у Российской Федерации за стол переговоров. Эскендер, не отключайтесь, мы продолжим. Давайте подключим сначала к нашей беседе Светлану Залищук, народного депутата Украины 8-го созыва и экс-советника бывшего премьер-министра Украины по вопросам внешней политики. Светлана, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, очень активно вот сейчас обсуждается вопрос создания международной платформы по деоккупации полуострова. Как вы считаете, в каком формате и с участием каких организаций и стран должна быть создана эта международная платформа? И рассчитываете ли вы на ее создание в ближайшей перспективе? Я чула прес-конференцію, яка сьогодні була, і зрозуміла, що платформа організовується на різних рівнях, тобто на рівні і Міністерства закордонних справ, і експертів, і на найвищому політичному рівні. Але, наскільки я зрозуміла, повноцінної презентації, власне, а що буде собою складатися платформа, поки що не буде. Ми очікуємо, що президент її, зрештою, представить. Зрозуміло, що була озвучена ціль, аби тримати наш Крим постійно на полі зору всіх міжнародних гравців, але головна проблема в тому, що без повноцінної інституалізації майданчику, де буде йтися про деокупацію Криму і певних зобов'язань міжнародних гравців і Росії, зрозуміло, що ми тільки зробимо частково певний прогрес в цьому напрямку. Тому поруч з цією кримською платформою, де будуть обговорювати, очевидно, вести переговори про різні аспекти і звільнення політв'язнів, і різні заходи ухвалювати, нам цього недостатньо. Нам потрібно майданчик з конкретними юридичными зобов'язаннями, политическими зобов'язаннями щодо деоккупации Крыма. А что это может быть? Вот собрались наши партнеры, страны, которые нас постоянно поддерживают, собрались на такой международной диалоговой платформе по Крыму. А что дальше? Ну, дивіться, моя точка зору полягає в тому, що нам потрібно найсильніші гравці цього світу, в яких є достатньо юридичних, військових, політичних і економічних інструментів, аби змусити з Росією, але також і інших гравців в світі підштовхувати до відповідного рішення. І це зрозуміло, що без Сполучених Штатів ми тут не обійдемося. Чи є зараз таке вікно можливостей, щоб Америка долучилася, щоб Росія сюди пішла? Очевидно, що ні. Але вважаю, що ми повинні прагнути до цього, вести переговори. Рано чи пізно така історична можливість відкриється. Тим часом те, що робить МЗС, те, що робить президент, про створення цієї платформи, це все одно прогрес в правильному напрямку. Дуже дякую вам. Светлана Залищук, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. К нам снова подключился Александр Солонтай. Александр, вот у меня к вам такой вопрос. Возможно ли разработка дорожной карты по деоккупации полуострова без участия Российской Федерации на такой платформе? Она и должна разрабатываться без участия Российской Федерации, потому что, смотрите, Россия, почему это платформа? Это не круглый стол, не переговоры, это не какой-то диалог, потому что Россия отказывается вообще обсуждать этот вопрос. Россия говорит о том, что мы для себя, для них, закрыли эту тему навсегда. Поэтому все действия, вся работа, вся подготовительная часть и потом реализация мероприятий должна происходить
с учетом этой такой закрытой позиции России, которая не будет обсуждать никаких вообще шагов и не входить ни в какой диалог. Поэтому и платформа, и официальные, и общественное, и международное, все должны работать и разрабатывать все действия, учитывая то, что они заняли полностью глухую позицию. Эскендер, правильно ли я понимаю, что страны, участники этой диалоговой платформы должны разработать какие-то механизмы давления на Российскую Федерацию, возможно, усиление санкций в отношении РФ? Вот как раз вы сейчас говорите о самом главном, потому что платформа — это круг друзей, это коалиция, которая совместно вырабатывает дальнейшие как стратегические, так и тактические цели и шаги для того, чтобы понудить или заставить Российскую Федерацию все-таки освободить Крым и восток Украины, оккупированную часть востока Украины. Я хочу обратить внимание на то, что сейчас как раз-таки, может быть, для Украины очень возникла очень благоприятная ситуация форсирования этого вопроса. Объясню почему. Дело в том, что эскалация конфликта вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, оккупированного Карабаха и 7 районов, и как раз-таки это самый застарелый, я бы даже сказал бы, замороженный конфликт, хотя замороженных конфликтов, я считаю, что все равно не бывает, все равно там были периодические столкновения. Так вот, это как раз пример того, что мирным путем не смогли разрешить данную ситуацию, и, соответственно, Азербайджан начал пытаться военным путем решать эти проблемы. Но при этом мы видим жертвы как с одной, так и с другой стороны. Поэтому сегодня Украина, беря в пример азербайджанскую ситуацию, Нагорно-Карабахскую ситуацию и говоря о правах человека, о жизнях и так далее, должна максимально объединять большее количество вокруг себя стран, которые бы уже сегодня всячески пытались бы помочь мирным путем деоккупировать как автономную республику Крым и Севастополь, так и восток Украины. И как раз-таки вот здесь, вот в эту ситуацию, потому что сейчас действительно мир не знает, что делать. А война идет. Принципиальная позиция Азербайджана, который говорил, что мы на протяжении 30 лет просили всех помочь нам разрешить эту проблему. Никто остановить ее не может. И при этом мы видим, что эскалация любого конфликта — это есть плохо. Поэтому Украина должна воспользоваться вот ситуацией, сложившейся вокруг карабахской проблемы, и максимально привлечь внимание к той платформе по деоккупации Крыма сильные государства. Çok sağ olun. Был Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, с нами на прямой связи. Александр, давайте к следующей временно оккупированной территории, к Донбассу перейдем. Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отправился с рабочим визитом в Хорватию, где он проведет ряд встреч с целью изучения Украины опыта Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. Давайте послушаем его сообщение. Зараз Мінінтеграції працює над державною політикою деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, частин Донецької та Луганської областей та Кримського півострова. Досвід Хорватії дуже важливий для нас в рамках безпечної реінтеграції. Український і хорватський народи пов'язані. Наші країни мають однакові долі. Ви пережили окупацію і відновили суверенітет, поки ж Україна переживає складний період повернення окупованих Росією Донбасу і Криму. Украина остается приверженной политико-дипломатическому пути урегулирования войны на Донбассе, инспирированной Российской Федерацией. Но, тем не менее, насколько я понимаю, хорватский сценарий – это операция «Буря» за 84 дня, когда была освобождена территория от сербских сепаратистов, в которой участвовало, если я не ошибаюсь, 200 тысяч хорватских военных. Все-таки это военная операция была. Насколько можно проводить эти параллели украинского и хорватского сценария? Ну, давайте немножко пофантазируем. Вот представьте себе такую ситуацию.
значит, в России какие-то события происходят, ну, связанные с Россией, это их внутренние события в середине Российской Федерации. Москва, Кремль, что-то там происходит. Вот, не знаю, давайте еще больше пофантазируем. Русский народ сделал, как белорусский народ с Лукашенко. Массово вышел на улицы и, грубо говоря, в России не до этого. Не до того, чтобы помогать физически, материально, денежно своим диверсантам и своим наемникам на территории Луганска, Донецка. И мы понимаем, что ЛНР и ДНР остался один на один. Просто один на один остался с нашими, ну, силовиками. Это приблизительно та ситуация, которая была в начале 2014 года, май, июнь, июль, до прямого вторжения колонн российских войск, тогда, когда консультанты, диверсанты, ФСБшники, разведчики, зеленые человечки и наемники уже работали на территории Луганска, Донецка, но регулярных вооруженных подразделений не было. И украинская армия начинала наступать. Пошло освобождение городов. Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Мирноград, Мариуполь освободили. Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, то есть Лиман, ну, двигалось. Ну, там бы меньше, чем 83 дня надо было. Ну, то есть не надо было 83 дня. Если бы русские войска не зашли прямыми колоннами, то там меньше, чем, чем 83 дня, и был бы освобожденный ЛНР, ДНР, не было бы такого. 83 часа, если не ошибаюсь, там было в хорватском сценарии. Ну да. То есть надо рассматривать в том числе и этот сценарий. Надо быть к этому сценарию максимально готовым. Но в чем непривлекательность этого сценария? Это в том, что все равно гибнут люди, все равно гибнут военные, все равно происходят боевые действия. Поэтому военный компонент, он должен быть как последний аргумент и как это вишенка на торте. Но сам торт и вся реинтеграция и все усилия должны быть продуманы по сценарию все-таки более крымскому. Мы, когда говорим о освобождении Крыма, мы же в первую очередь представляем себе не военную операцию, мы в первую очередь представляем себе совокупность усилий во всех сферах жизни, которые приводят к изменению позиции Кремля по поводу того, что все-таки придется говорить о возвращении Крыма. То есть поставить в такие условия Кремль, при котором Москва вынуждена будет сесть за стол переговоров, мировой стол переговоров по возвращению этих территорий. Я думаю, вот эти же усилия, эти компоненты должны быть в первую очередь в модели по Донбассу, а военный компонент должен быть как дополнительный, всегда козырь, как говорят, в рукаве, в том случае, если вообще такие условия привлекательные сложатся. Андрей Или, вернее, Ермак... даже не так. Вернее, тогда, когда они сложатся. Глава офиса Андрей Ермак в эфире одному из украинских телеканалов заявил, что мирный план урегулирования войны на Донбассе уже лежит на столе. Вот давайте послушаем его. Сьогодні український план мирного врегулювання лежить на столі. У цьому плані в кінці є те, чого так хоче український народ. І чого, сподіваюся, чекають всі прогресивні країни і наші партнери. І чого в першу чергу чекають жителі Донбасу, чекають наші військові, їх сім'ї. Но у нас сегодня есть четкое понимание, что значит мирный план урегулирования войны на Донбассе. Он основан на Минских соглашениях или это что-то другое? Вы знаете, Гульсум, я каждый месяц бываю на Луганщине или Донеччине. Ну, то есть я каждый месяц на Донбассе, минимум один день. Бываю в разных городах. Там сейчас, в таких городах, как Северодонецк, Лисичанск, там даже не разрешают провести местные выборы. Говорят, что стало небезопасно. Что стало настолько небезопасно, что выборы уже нельзя проводить. Раньше было меньше опасно, получается, по официальных документах. Потому что раньше проходили там выборы. Раньше на этих территориях, которые были освобождены, проходили и президентские, и парламентские, и местные выборы. Сейчас нельзя проводить. Говорят официальные власти Украины, что стало опасно.
и как при этой риторике, что стало опасно, и при конкретном решении, принято конкретное решение, 25 октября там местных выборов не будет. Как при этом наш офис президента говорит, что но есть какой-то план мирного урегулирования, что вообще будет мир вообще в ближайшее время. Для меня это какие-то несовместимые вещи, они как-то не лепятся друг к другу. Александр, давайте подключим сейчас Дениса Казанского, журналиста и члена украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Может, у него есть это понимание? Спросим. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Андрей Ермак сказал, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе уже лежит на столе. Вот у вас есть понимание, что значит мирное урегулирование? Основано ли оно на Минских соглашениях? Я понятия не знаю, в каком плане. Я могу сказать, что урегулирование на Донбассе согласится уйти с этой территории, да, то есть или будет вынуждена уйти, занимая накрытый район. Поэтому нужно Украине свой план интеграции, свой план урегулирования конфликта. Это нужно хотя бы для того, чтобы это показать на каких-то международных переговорах, да, и сказать, что вот план Украины, мы хотим сделать так, поэтому мы будем настаивать на таком виде. Это важно, чтобы было понятно, что не только нас, там, например, есть какие-то предложения, которые вот эти юридические, да, которые они нам подсовывают. А было важно, чтобы именно украинский план был в основе, да, чтобы мы показывали, что у нас есть четкое понимание, как это следует решать. Но надо говорить, нужно понимать, что любое решение конфликта на Донбассе, в том числе реинтеграция этой территории, начнется только после того, когда Россия поймет, скажем так, она не может больше эту историю тянуть и просто оттуда эвакуируется, да, и, грубо говоря, там спросится территорию передать назад под контроль Украины. До тех пор, пока этого не сделано, мы можем, конечно, строить любые планы, но мы понимаем, что все зависит сейчас от воли Москвы, если она не хочет, Вы знаете, сегодня Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, прибыл в Хорватию с целью изучения хорватского сценария реинтеграции и деоккупации для Украины. Вот реален ли хорватский сценарий для нашей страны, как вам видится? Ну, опять же, понимаете, хорватский сценарий возможен только в том случае, если идет Российская Федерация. То есть Хорватия же как-то проводит реинтеграцию своих вот захваченных территорий. Она это сделала в этот конфликт. Конечно, безусловно, хорватская армия была гораздо сильнее тех парамилитарных сербских формирований, которые находились в Украине. А восточная Славония, например, была реализована абсолютно мирно. То есть там местные сербы, то есть Спасибо. просто согласились на интеграцию Хорватии по поводу выхода. Но в Донбассе сейчас пока опять Спасибо большое. Очень, к сожалению, плохая связь. Я затруднялась слышать. Денис Казанский, журналист, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. А тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что на примере конфликта вокруг Нагорного Карабаха украинцы и партнеры должны понять, что на Донбассе недопустим замороженный конфликт. Давайте вместе послушаем президента. Я хотів би, щоб у цьому питанні наша держава, наші медіа, наше суспільство і особливо наші західні партнери звернули увагу, що не буває просто так заморожених конфліктів. Вони просто не існують. І ось вам приклад такого. Чому? Тому що він може бути заморожений на деякий час. Александр, ну вот президент Владимир Зеленский говорит, что замороженных конфликтов не бывает. Бывает, что разве что на какой-то короткий период. Это, если провести параллель и аналогию с Украиной, то это означает, например, для нас, что в любое время
в Приднестровье, могут вспыхнуть боевые действия, и Украина окажется в ситуации, когда есть война и на Востоке, и на Западе. То есть мы, если продолжить мысль, которую высказал Зеленский и офис, то это мысль о том, что насколько мы в опасном состоянии, когда у нас внизу на юге оккупированный Крым, на востоке боевые действия, на западе замороженное Приднестровье. Я могу еще от себя продолжить. А на севере союзное государство с Кремлем Лукашенко. Надо понимать, что нельзя расслабляться. Если мы хотим беречь нашу свободу и хотим беречь наше государство, мы должны очень много работать над тем, чтобы и усилять дружбу и коалицию, не только по Крымской платформе, а вообще стратегически по всех вопросах взаимоотношений международных между Украиной и всеми партнерами. Это первое. И второе, проводить все-таки внутренние изменения, внутренние реформы и менять нашу страну быстрее, потому что цель всех наших врагов, которые хотят уничтожить Украину, это дождаться ослабления и какого-то внутреннего конфликта в середине Украины, которым воспользоваться и возобновить тенденцию на оккупацию земель Украины. Ну, сегодня мы видим, как в трехсторонней контактной группе в Минске Российская Федерация всячески блокирует переговорные процессы, придумывая различные там поводы, да, и последнее, если я не ошибаюсь, это было постановление Верховной Рады Украины о проведении местных выборов, вот то, о чем вы говорили выше. Вот как вы считаете, как нужно действовать в таком случае? Очевидно, что на ультиматумы, которые выдвигает Россия, идти нельзя. Ну, Россия, к сожалению, или, к счастью, не влазит в вопрос проведения местных выборов в Украине на территориях освобожденных. Они ставят вопрос о том, чтобы провести местные выборы там, где оккупация, то есть там, где они контролируют, Москва, территорию, где вообще никакие выборы невозможны по определению. Потому что, как мы знаем, в России выборы не проводятся, там результаты наперед известны, и они наперед наперед программируются и потом объявляются. А вот насчет ситуации выборов на территории Украины, это вопрос наш внутренний, это вопрос того, при каких условиях жители сел и городов на освобожденной территории далеко от линии фронта получат право на местное самоуправление, и их конституционное право на развитие своих местных общин будет защищено. Это прямо связано с деоккупацией на самом деле региона и на Востоке, и освобождением Крыма, потому что это вопрос, какие права имеют наши люди, наши граждане в Украине на участие в жизни Украины. Это вопрос того, насколько мы отличаемся от оккупанта. То есть насколько мы действительно являемся той страной, которая идет по пути развития демократии, местного самоуправления и обеспечения прав человека. Поэтому это все-таки два разных вопроса. Но понятно, что Россия не хочет никакого продолжения переговоров в ближайшее время по мирному урегулированию ни в нормандском формате, ни в минском формате, ни в каком-либо другом. Но они же, видите, вот на прошлой неделе Грызлов грозился тем, что будут возобновляться боевые действия, будет возобновляться огонь на востоке Украины в случае, если Украина не пойдет на те ультиматумы, которые выдвигает сегодня Российская Федерация. Фактически они просто на минских переговорах шантажируют нас. Как с этим быть? И они еще документируют себя. Они сами себя документируют, потому что они фактически на международных площадках заявляют, что от них зависит, когда будут боевые действия, а когда эти боевые действия не будут. Вот. То есть то, что мы и так знаем, что Кремль прямо контролирует то, когда жесткая стадия, а когда менее жесткая стадия, они это еще и вносят в международные минские протоколы. Это очень важно для фиксирования ситуации и для понимания будущего. Некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский
и ряд чиновников говорили о возможной встрече 4 лидеров в нормандском формате после встречи советников лидеров нормандской четверки. Вот как вы думаете, реален ли в ближайшей перспективе саммит 4 лидеров в нормандском формате? Независимо от того, произойдет он или нет, хотя я больше ставлю на то, что в ближайшее время он вряд ли произойдет, но даже если он произойдет, мы уже были свидетелями подобных встреч. После этого мир не наступает, наши территории не возвращают. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, чтобы Украина, не сделав изменения своей страны, не сделав внутренние реформы, добилась на международных площадках более активной позиции наших партнеров по отстаиванию наших интересов. Мы как-то такие очень удивительные в этом плане люди, которые хотим, не поменял Украину, добиться лучшего отношения наших друзей Украины к нам самим. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Олександр Салантай, керівник програми практичної політики та експерт Інституту політичної освіти, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Ну а мы переходим к следующей теме. Нагорный Карабах. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина и Азербайджан взаимно поддерживают территориальную целостность друг друга, и между странами в последние год-два установились серьезные крепкие отношения. Давайте вместе его послушаем. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану. І вони так само, коли ми говоримо про Крим, відверто говорять, що це була незаконна анексія Криму. І підтримують нашу територіальну цілісність і суверенітет України. Тому тут ми підтримуємо одне одного. Илья Куса, експерт Украинского института будущего, с нами сейчас на прямой связи. Пане Илья, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Что сегодня, на ваш взгляд, происходит в Нагорном Карабахе? А можно ли это назвать просто эскалацией, либо уже идет реальная война? Ну, смотрите, я думаю, что хоть и интенсивность боевых действий сейчас немножко снизилась, но я могу это назвать, я считаю, что тут мы говорим о полномасштабных боевых действиях, которые сравнимы с боевыми действиями в 90-х годах и в 2016-м. Поэтому, потому что стороны применяют, по сути, практически весь свой арсенал вооружения, включая, вот недавно активизировали активное применение тяжелого вооружения, авиацию, бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию, тяжелые огнеметы, оперативно-ракетные тактические комплексы. Поэтому да, я думаю, что здесь уместно будет говорить о полномасштабных боевых действиях, то есть о таком очень серьезном конфликте, который является одним из беспрецедентным за последние 30 лет. Как вы считаете, почему именно сейчас на таком уровне обострился конфликт на Горном Карабахе? И как вы считаете, удастся ли Азербайджану полностью деоккупировать свои территории? Я думаю, что это связано, во-первых, с желанием Азербайджана взять реванш как за 90-е годы, так и за 16-й год, и за июльские столкновения в этом году. И, во-вторых, с инициативой Турции, которая рассматривает Южный Кавказ как регион своей ближней периферии, как сферу своих политических интересов, и для которой старый статус-кво, который был установлен еще в 90-х после Первой Карабахской войны, как неприемлемый, как таковой, который не обслуживает интересы Турции. И поэтому, по мнению официальной Анкары, следует изменить военно-политический баланс сил в пользу Азербайджана, своего союзника, то есть в пользу самих себя в том числе. И потом с этих позиций, то есть там, например, завоевать часть территории, и потом с этих позиций инициировать новые переговоры, но в которых Турция уже будет одним из ключевых стейкхолдеров или посредников. Я думаю, что в Турции приемлемый вариант переговоров для себя рассматривают двухсторонний с Российской Федерацией. Будет ли Армения пытаться втянуть Российскую Федерацию в этот конфликт как участницу ОДКБ? Это может произойти лишь в случае официального обращения Армении в ОДКБ, которого пока не было. То есть об этом только ходят разговоры, но Армения официально не обращалась в ОДКБ за
военной помощью, они могут обратиться, ссылаясь на обстрелы своей территории, то есть не Нагорного Карабаха, но территории Армении. Такие обстрелы были зафиксированы ранее. Но они с этим не обращались, соответственно, я думаю, что Армения пока не собирается втягивать напрямую в конфликт Российскую Федерацию. Во-первых, потому что отношения между Москвой и Ереваном сейчас непростые, учитывая, что к Николу Пашиняну относятся с подозрением в Москве, считая, что он не является полностью пророссийским ставленником, что так и есть. И с другой стороны, они не хотят вовлечения России напрямую в конфликт, потому что, с одной стороны, верят, что могут своими силами защитить территорию Карабаха, а с другой стороны, возможно, не хотят интернационализировать конфликт, чтобы в него еще вовлеклась Турция, например. А может ли таким образом Россия мстить Пашиняну, как человеку, как в российских пропагандистских СМИ говорят, да, соросенком, как человека, к которому власти привела цветная революция? Может ли таким образом Россия мстить Пашиняну просто? Я думаю, что, конечно, они не будут ради просто какой-то мести двух лидеров кидать Армению и весь регион под влияние Турции. Мне кажется, это уже слишком. Но, безусловно, некоторые нотки вот этого недовольства Пашиняном я заметил, когда в самом начале эскалации, когда очень долго Москва не звонила в Ереван, то есть ждала, пока Пашинян сам позвонит Путину. И в целом их риторика, и даже до сих пор вокруг Армении, она как раз крутится вокруг идеи, что пусть армяне сами попросят. И, может быть, мы поможем. То есть я думаю, оно просто пока оно не выходит за рамки информационно-медийного такого шума, и оно не должно выходить, потому что я не верю, что ради мести они просто бросят свои стратегические позиции в Южном Кавказе, Турции, Азербайджану. Да, но мы понимаем, что не только ради мести, а для того, чтобы гораздо больше подмять под себя Армению, к примеру. Армения и так зависит от Российской Федерации. Я бы не сказал, что сейчас происходят какие-то фундаментальные сдвиги в их политике. За последние годы, хоть в Армении и усилились в торгово-экономическом плане другие игроки, такие как Китай или Иран, но политически и военно Армения все еще зависит от Российской Федерации. То есть в этом плане здесь ничего не поменялось, и Никол Пашинян в том числе изменить эту ситуацию не смог, и не мог в принципе, потому что геополитически Армения в достаточно сложном положении, чтобы играть в многовекторность так свободно, как, например, это делает Турция. Спасибо большое. Илья Куса, эксперт Украинского института будущего, был с нами на прямой связи. В Министерстве обороны Армении сегодня утром заявили, что вооруженные силы Азербайджана утром начали широкомасштабное наступление на южном направлении в районе Нагорного Карабаха. Давайте послушаем армянское ведомство. Противник відновив наступальні дії в південному напрямку Арцахського фронту. Ведуться запеклі бої. Підрозділи армії оборони наносять гідну відповідь ворожим силам. А вот Генпрокуратура Азербайджана заявила об обстреле Армении второго по величине азербайджанского города Гаянджи. Об этом говорится в сообщении на странице прокуратуры в Facebook. В Армению эту информацию, конечно же, отрицают. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переименовывает село Агдыринского района Мадагис Сагавушан. Вчера азербайджанская армия взяла под контроль еще 9 населенных пунктов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Твиттер. Вот что он написал. Сьогодні від окупації були звільнені села Кархулу, Шукюрбейлі, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхари Марл'ян, Деджал. Хай живе азербайджанська армія. Карабах – це Азербайджан. Давайте посмотрим, как азербайджанская армия снимает в освобожденных населенных пунктах армянский флаг и поднимает азербайджанский.
С нами сейчас на прямой связи Бурзу Алиев, экс-министр палива та энергетики Украины. Бурзу, веселям алейкум. Алейкум ассалам. Ну вот сегодня опубликована карта освобожденных от оккупации территории Азербайджана. К настоящему моменту деоккупированы села Сагавушан. Я попрошу сейчас наших редакторов вывести эту карту, опубликованную с освобожденными территориями Азербайджана. И вот, как говорится, деоккупированы села Сагавушан, Талыш, 22 села в Джебраильском и Физулинском районах, город Джебраиль, несколько сел Гадруктского района, а также гора Муравдах. Бурзубей, вот расскажите, насколько, вот что это за территории, насколько они являются стратегическими и важными? Вот вы показали, как менялась флаг, так называемый НКР на азербайджанский флаг. Это было как раз Суговушан. Угу. Это армяне переименовали это место Магадис, но президент, как только освободили этот населенный пункт, вернул его историческое название. Значит, на сегодняшний день Азербайджан освободил один из 7 районов, которые вокруг Нагорного Карабаха. В вашей карте просто не написано, не начертано Нагорный Карабах. В вашей карте начертана именно вся территория, которая оккупирована. Да, но зеленым там выведены территории, которые были освобождены. Которые освободились, да. А есть еще вот Нагорно-Карабахская автономная область, которая была в составе Азербайджанской ССР. Помимо этого, в Нагорно-Карабахской области 7 районов захвачено. Только Джебраильский район вот позавчера освободили, или вчера. Кроме Джебраильского района, включая районного центра, еще 22 населенных пункта освобождены на сегодняшний день. Но Армения всячески пытается привлечь третью страну. Вот я не согласен с господином экспертом, который до меня выступал, да, что Армения все такое вот не хочет третью страну. Да вы, это уже анекдот уходит, что он достал уже всех. Только Путин 3 или 4 раза звонил, Меркель 3 раза звонил, Макрону 3-4 раза звонил. Макрон 2 раза звонил уже Ильхаму Алиеву. Меркель звонила Ильхаму Алиеву. Вся руководство, кроме Путина, каждый день звонит Ильхаму Алиеву. Но Ильхам Алиев стоит на своем. Мы 30 лет ждали. Для всех азербайджанцев это Великая Отечественная война. Мы освобождаем свои территории. Именно на территории Азербайджана идет боевые действия. Но Армения из своей территории, именно территории армянского государства, бьет ракетами все города практически. Даже вчера 5 ракет пустили в Мингачеворский ГЭС. А вы представляете, если бы не стояли там противовоздушные обороны, которые Азербайджан покупал у Израиля, что около 1 миллиона человек, это была бы экологическая катастрофа. Эта страна не то что оккупант, это терроризм в прямом смысле этого слова. Они вчера пустили 3 ракеты в сторону Баку. Опять же, перехватчики противовоздушной обороны сбили эти ракеты. Это все документировано. Это не то, что Пашинян рассказывал в прямом эфире, что турецкий F-16 сбил Су-25 над Арменией. Ну, при современной, не знаю, там, спутниковой связи это очень легко можно восстановить. А подтверждается ли информация вот из ведомства Минобороны Армении, что азербайджанские ВС параллельно сегодня начали интенсивный ракетный обстрел Степанакерта, Ханкенды в Нагорном Карабахе? Что это было? Ну, вот смотрите, Ханкенди — это на самом деле столица так называемой Нагорного Карабахской автономной области, которая все страны мира, кроме Армении, признают территорию Азербайджана. Да. И там есть, естественно, военные объекты. Эти все военные объекты у нас имеются
современное оружие, в том числе летательные аппараты, которые мы закупаем за деньги у Израиля, у Турции. Кстати, Украина тоже покупала у Турции Байрактар. И этими оружиями мы точечно бьем именно по военным объектам. А под Баку нет военных объектов Азербайджана, которые воюют там. Гянже — это второй город миллионный после Баку, столица древнего Азербайджана. В Гянже нет военных объектов. Они говорили, что якобы они били по аэропорту, но все, даже российские СМИ, европейские, показывали, что аэропорт нету никакой там снаряда, ничего. Они бьют именно по гражданским. На сегодняшний день мы в войне потеряли именно 25 погибших гражданских лиц. Больше 127 человек гражданских именно. Это включает детей, стариков, женщин, получили ранения. В войне у нас насчитывается около 10 человек потерями. А со стороны Армении и европейские журналисты, немецкие журналисты, прибалтийские и так далее подтверждают около 5000. Почему так случается? Потому что у нас современная боеспособная армия. А у них это, я не знаю, там, бандформирование в самом натуральном виде. Сейчас буквально час тому назад Пашинян обратился к всем военнослужащим, которые ушли в отставку, чтобы они вернулись еще с собой, взяли военные формы, потому что, понимаете ли, у них ничего не хватает. Так а что мешает им просто уйти с наших территорий? Ильхам Алиев буквально недавно, вчера, когда давал интервью Аль-Джазире, сказал конкретно: у нас только одно условие. Уйдите с нашей территории, освободите наши территории, давайте садимся, поговорим о статусе Нагорного Карабаха. Скажите, а вот с чем вы связываете обострение конфликта именно сегодня, именно в эти дни? Вот вы сказали, что Азербайджан ждал этого 30 лет. Почему ждал 30 лет? Почему именно сейчас? Связано ли это с такой однозначной поддержкой Турции и Эрдогана? Хороший вопрос. Вот смотрите, Турция на самом деле, роль Турции преувеличена. Якобы Турция нам боевиков готовит. Это фейк-ньюс. Пашинян говорил даже Макрону. И Ильхам Алиев вчера потребовал от Макрона извинения за такие искаженные факты. То на самом деле Азербайджан все эти 1994 года, 26 лет, надеялся, что за столом переговоров можно договориться. И Ильхам Алиев это вчера открыто рассказывал, что даже когда пришел Пашинян, сказал: дайте мне год-два, я наведу порядок в стране, у меня есть хорошие идеи, мы решим этот вопрос и так далее, и так далее. А через год он буквально начал рассказывать, выступал в Ханкенди и говорит: Карабах — это Армения и точка. После этого они начали в Улусском районе в этом году уже атаковать наши трубопроводы. Вот там очень узкое место, где проходят все энергетические коммуникации Азербайджана с Европой. Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, железная дорога, газовые тоннели и так далее, и так далее. На самом деле, я думаю, что тут без внешних подсказаний это не обошлось. Эта идея заключается как раз в России, чтобы Азербайджан все свои энергоресурсы продавал через Баку-Новороссийск. И Северный поток, который вот сейчас строится, он под вопросом. Тоже тогда, если из Азербайджана через Грузию, Турцию не пойдет, это энергоресурсы, то тогда Россия уже будет, мы вынуждены будем через Россию, опять же, продавать свои энергоресурсы. Я думаю, что именно в этом заключается. И плюс, действительно, это он неадекватный. Пашинян, я не знаю, он
на таком уровне соврать, что Азербайджане воюют там боевики, там, или турецкий Су-16, F-16 сбил армянский Су-25 и так далее, но уже все смеются с него. Он неадекватный просто. Если бы он нормально сел за стол переговоров, как Левон Петросян, кстати, в 1997 году они практически договорились. Есть интервью доступно в Ютубе, что он говорит, если в будущем будет беда, то это на совести нас, наших армян. Потому что азербайджанцы согласились, что мы освобождаем эти земли вокруг Нагорного Карабаха, 7 районов, а они нам дают высокий статус. Как вы думаете, как дальше сейчас будут разворачиваться события? Удастся ли Азербайджану в ближайшей перспективе деоккупировать свои территории, или же все-таки конфликт будет снова заморожен, как было в 2016-м? Нет, такого уже не будет. Я могу полностью уверенно сказать, потому что если в Армении все убегают от армии, в Азербайджане во всех военкоматах стоит очередь. Все хотят идти освободить, опять же повторяю, для нас это Великая Отечественная война. На самом деле, если посмотреть корень, в Нагорном Карабахе жило 129 тысяч человек. Из них около 100 тысяч армян. Ради 100 тысяч армян оттуда и вокруг Нагорного Карабаха выгнали больше 1 миллиона азербайджанцев. И весь мир 26 лет молчит. И нам нельзя еще 30 лет ждать. Поэтому мы освободим по-любому. Я не исключаю, что в ближайшее время именно в Армении тоже имеются адекватные люди, которые будут призывать свой народ не пойти на авантюру своих неадекватных руководителей, скинуть этого Пашиняна, как он пришел вот через революцию власти. Придет нормальные люди, и сядем с ними, договоримся. Азербайджан каждый день практически обращается к армянам, которые живут в Нагорном Карабахе, потому что они такие же наши граждане, как и другие, чтобы они отошли от военных объектов. Кстати, еще вот один факт, который да, вчера у нас буквально случился. 30 секунд. Да. Армяне стреляли из своей территории город Генже и спасали женщину армянской национальности. Вчера ложили ее в больницу. В Азербайджане живет больше 40 тысяч армян. Есть действующая церковь. А в Армении не живет ни одного азербайджанца. Это тоже факт. Чохсагл, у нас Бурзалиев был с нами на прямой связи, экс-министр Палова и энергетики Украины. Ну а вот представитель армянского ведомства Арцурн Аванесян сообщил, что азербайджанские ВС параллельно начали интенсивный ракетный обстрел Степанакерта, Ханкинды в Нагорном Карабахе. Степанакерт — это де-факто столица, не признанная никем в мире Нагорно-Карабахской республики. По данным армянской стороны, по городу бьют якобы как ракетами, так и из реактивной артиллерии, так и авиабомбами. Де юре Степанакерт — это Ханкинды, город республиканского значения Хаджалинского района. Кадры опубликовало Министерство обороны Армении. На кадрах, вот я попрошу сейчас вывести наших режиссеров эти кадры на экраны. На кадрах видно разрывы боеприпасов, посеченные осколками дома, дороги, автомобили. Также масштаб последствий обстрелов. Также должно быть видно огромную воронку посреди дороги. Ну вот эти кадры, опубликованные Министерством обороны Армении. Вот мы видим сейчас разрывы боеприпасов, дома, посеченные осколками, дороги, автомобили, разруха на кадрах.
Ну, собственно, такой масштаб последствий обстрелов Степанакерт, Ханкенды. Ну а вот сегодня также появилось такое информационное сообщение. Азербайджанская сторона заявила о недостаточной роли Российской Федерации как члена Минской группы ОБСЕ в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом во время брифинга в понедельник заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова. По ее словам, Россия пытается позиционировать себя как миротворца, а при этом продолжает снабжать Армению своим оружием. Давайте послушаем. Що стосується можливості Росії впливати на ситуацію, ми бачимо досить стриману позицію російської сторони. Росія обмежується закликами до миру, правда ми бачимо, що російське озброєння продовжує йти повним потоком через території Середньої Азії. Через Іран поставляється, як і раніше, на територію Вірменії. Ну, а мы переходим к следующей теме. Беларусь, как известно, 4 октября участие в демонстрациях принимали, в частности, десятки тысяч минчан. Они требовали освободить всех задержанных во время протестных акций политических заключенных. В столице Беларуси были закрыты 4 станции метро, с перебоями работал мобильный интернет. По данным правозащитников, были задержаны 317 протестующих. В списке задержанных на акциях протеста в Беларуси есть жители Минска, Бреста, Солигорска, Бобруйска, Гродно, Могилева, Гомеля и Лида, отмечает правозащитный центр «Весна». Тутбай сообщает, что участники протестных акций испортили водомет, с помощью которого силовики пытались разогнать людей. У нас есть это видео, я попрошу вывести сейчас на экраны, как протестовали минчане вчера на протестных акциях в Минске и не только, в других городах, а также как они испортили водомет, с помощью которого силовики пытались разогнать людей. С нами сейчас на прямой связи Беларусь, журналист телеканала Белсат Змицер Мицкевич. Змицер, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Расскажите подробнее, как прошли протестные акции в Минске вчера. Вот сообщается, что задержали 317 человек, уже освободили часть, или как сейчас обстоит ситуация? Обычно происходит следующим образом. То есть часть людей, да, освобождают. В то же время вчера задерживали журналистов в большом количестве, но пока только, то есть часть из них отпустили, часть из них продолжает оставаться в заключении. Тут проблема в том, что власти сейчас стараются продолжить свою политику по запугиванию людей, однако люди выходят каждый день что-то происходит в городе, каждый день что-то происходит в Минске или в регионах. Видно то, что власти это раздражает, видно, что режим, скажем так, не готов был вообще изначально к такой протестной активности белорусов, и поэтому сейчас они просто действуют спонтанно и во многом даже хаотически, потому что проходит задержание, то есть иногда задерживают абсолютно непричастных людей, то есть тех, кто там проходил мимо и так далее. Это уже стало обычной историей. Ну и вот сейчас на данном этапе известно, вот да, как правозащитный центр «Весна» говорит о более 300 задержанных, и некоторые из них были отпущены, но, например, происходили всякие вот совсем удивительные вещи. Например, вчера задержали фотокорреспондентку Дашу Сопронецкую. Сначала ее отпустили, а потом вечером к ней в квартиру начали ломиться сотрудники милиции для того, чтобы якобы вручить ей повестку в РОВД. Мол, ей нужно прийти в отделение милиции завтра. Ну вот они ломились, поскольку Дарья там вызвала журналистов, она вела там стрим, и, в общем, как-то ничего у них не получилось. Ну вот сегодня она пошла получать протокол в РОВД. Там на самом деле вот происходит так, то есть действия властей какие-то совсем нелогичные. Но вот вы общаетесь с митингующими, с протестующими, вот что они говорят, до каких пор они будут выходить на эти протестные акции, рассчитывают ли они на то, что каким-то образом это повлияет на ситуацию, рассчитывают ли они на отставку Лукашенко, чего они ждут, что Лукашенко выйдет покаяться, но не наивно ли это? Смотрите, здесь вот как раз-таки это уникальность белорусского протеста. То, что в принципе плана особого нет, но у людей есть вот эта вера в победу. То есть они все верят в то, что протест победит. То есть на самом деле это выглядит так, что люди говорят, мы будем выходить каждый день будут проходить какие-то акции, и они на самом деле проходят. И вот каждое воскресенье этот большой марш, он собирает порядка 100 тысяч человек.
в Минске, для Минска это вообще небывалая активность. И, в принципе, то, что есть активность в небольших городах, в провинции, это тоже небывалая активность для Беларуси. Поэтому это видно то, что власти выматываются, то, что, скажем так, силовики уже довольно ослаблены, ну вот, пардон за каламбур такой. И на самом деле видно то, что ресурсов у властей не так-то много и осталось. И вот это даже видно по риторике властей, потому что они постоянно твердят из всех своих рупоров, что протест сдувается и так далее. Но ничего не сдувается, то есть видно то, что масштабы протеста не уменьшаются, а только протестная активность нарастает, потому что власть каждым своим действием, она только загоняет себя в угол дальше. Задержание спортсменов, угрозы, там, опять же, угрозы спортсменам, да, угрозы публичным людям, увольнение признанных там деятелей искусства. То есть это все только поддерживает протесты, это все только подогревает протестное настроение белорусов. А кто сейчас возглавляет протесты? Есть вот человек, за которым идут? Вот это, кстати, тоже очень интересная вещь, то, что этого человека нет. И поэтому, опять же, власти действуют исключительно по своему плану. Они пробуют изолировать каких-то лидеров. Они пробуют искать лидеров протеста, они пробуют искать каких-то руководителей для того, чтобы их изолировать. Но, опять же, это исходя из исключительно логики властей, потому что режим Беларуси, он абсолютно безинициативен. Он работает исключительно по приказу, и все его механизмы работают исключительно по указке. Ну вот как в Советском Союзе. И вот эта вот инициатива наказуема, это реально девиз белорусского режима. Там никакой инициативы нет. И поэтому они также судят всех по своим меркам, и они считают, что должны быть какие-то лидеры, которых нужно изолировать, и тогда протест закончится. И они вот каждый раз ищут каких-то лидеров, каких-то организаторов. Но видно то, что это не работает. Но поскольку они других методов применять не умеют, то есть они умеют только там вот, да, репрессировать, сажать, угрожать и так далее. Все, то есть другие методы они не применяют. И поэтому эти методы не работают уже. Но поскольку они другими не владеют, то вот пользуются теми, которые у них есть. Ну вот сегодня весь мир не признает легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси. Это какое-то имеет для него значение? Смотрите, для него, может быть, и не имеет значения, но мы видим уже то, что это имеет значение, например, для его близкого друга и коллеги Владимира Владимировича Путина, например. Потому что вот Владимир Владимирович Путин прекрасно понимает то, что непризнание Лукашенко легитимным президентом и непризнание действующей власти легитимной на международном уровне, оно как раз-таки несет абсолютно конкретные последствия. И последствия для Лукашенко уже есть. Это, например, недополучение 3 миллиардов евро помощи кредитной и не только кредитной, на которые он рассчитывал. Например, пролетел выпуск евробондов на 800 миллионов, пролетел кредит от ЕБРР на миллиард и пролетела помощь в борьбе с коронавирусом. Опять же, около 900 миллионов. Это вот только то, что навскидку. Это не считая вот самых там, маленьких уже других программ, более мелких. И это уже все, это уже минус белорусского бюджета. То есть это та помощь, которую он рассчитывал получить, и которую не получает. А для Владимира Владимировича, например, вот все тоже непризнание Лукашенко легитимным, это дополнительный рычаг давления на него. И это, скажем так, опять же, это еще один фактор расчета для Российской Федерации. А зачем вкладывать деньги во что-то? И, например, зачем давать ему кредит, если потом, если что-то поменяется, в случае, если в Беларуси поменяется власть, ее представители абсолютно правомерно, они в любом суде докажут то, что они эти деньги выплачивать не должны. Спасибо. Вот. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Зміцер Мицкевич, журналист телеканала Белсат, был с нами на прямой связи. Дякую вам. Ну а я, к сожалению, вынуждена с вами попрощаться ненадолго, всего лишь на 5 минут. У нас небольшой перерыв, а далее мы продолжим эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкенч.